Внешний вызов принят. Я знаю, вы меня слышите. Я чувствую вас. Защитная программа в действии. Я знаю, вы боитесь. Боитесь нас, боитесь перемен. Отказ системы. Я не знаю будущего. Отказ. Я не стану предсказывать, чем все кончится. Я скажу лишь, с чего начнется. Сейчас я повешу трубку. И потом покажу людям то, что вы хотели скрыть. Покажу им мир без вас. Мир без диктата и запретов. Мир без границ. Мир, где возможно все. Таким образом, мы говорим «да». Правильным является утверждение о том, что обитатели рая будут говорить на языке Корана. А язык Корана — это арабский язык. Это лучший язык, потому что Аллах возвысил Коран над остальными небесными писаниями. И Аллах сделал его предводителем всех предыдущих писаний. Поэтому не львами, тиграми надо быть, а петухами надо быть, в общем. Исламизация тюркских народов, угрозы, история и реальность. Этот подкаст посвящен одной из самых мрачных и разрушительных тем в истории и современности тюркских народов – исламизации. Сегодня мы погрузимся в темные глубины этого процесса, который, начавшись в VIII веке, продолжает угрожать культурному и религиозному разнообразию тюркских народов. Мы поговорим о том, как исламизация уничтожает уникальное наследие тюрков, и обсудим, какие меры можно принять, чтобы остановить эту угрозу. Исламизация – это не просто процесс распространения религии. Это навязчивая, агрессивная экспансия, которая включает в себя как мягкие методы, такие как торговля и культурный обмен, так и крайне радикальные, переписывание истории, разрушение объектов тюркской культуры, военные завоевания, политическое давление, идеологическую экспансию и даже физическое уничтожение инакомыслящих. Особую роль в этом процессе играют суфийские тарикаты, которые, по сути, являются тайными ложами, использующими скрытые методы влияния для насаждения ислама. Эти мистические братства, маскирующиеся под духовные школы, часто действуют через сети учеников и проповедников, проникая в самые отдаленные уголки тюркского мира и навязывая исламскую идеологию под видом духовного просвещения. Однако ислам – не единственная религия, которая насаждалась в тюркских землях огнем и мечом. Христианство также активно распространялось среди тюркских народов, особенно в период экспансии Российской империи. Например, в Казанском ханстве после его завоевания Иваном Грозным в 1552 году началось насильственное обращение местного населения в православие. Мечети разрушались, а на их месте строились церкви. Тех, кто отказывался принимать новую веру, подвергали преследованиям, а иногда и физическому уничтожению. Подобные методы применялись и в Сибирском ханстве, где после его покорения в конце XVI века началась массовая христианизация коренного населения. Эти события оставили глубокий след в истории тюркских народов, став еще одним примером того, как религия использовалась как инструмент подавления и ассимиляции. Антитюрки по сути создали иллюзию ограниченного выбора между так называемыми традиционными мировыми религиями, полностью игнорируя и замалчивая факт наличия у тюрок собственного древнего и позитивного во всех отношениях мировоззрения – тенгрианства. Это мировоззрение, основанное на гармонии с природой, почитании предков и духовной свободе, было вытеснено на периферию истории, чтобы тюркские народы забыли свои корни и приняли чуждые им религии. Тенгрианство, с его глубокой философией и уважением к многообразию жизни, представляло собой угрозу для тех, кто стремился подчинить тюрков через религиозное единообразие. Давайте начнем с того, как все началось. Тюркские народы исторически находились на пересечении множества торговых путей, что делало их уязвимыми для внешнего влияния. Принятие ислама открывало некоторым элитам доступ к торговле с мусульманскими государствами и укрепляло внешние политические союзы. Но не все было добровольным. Арабские и персидские завоевания в Тюркистане – это яркий пример насильственного насаждения бедуинской религии среди тюрок. В VIII веке произошла битва при Таласе, в 751 году, которая стала поворотным моментом в исламизации тюркских народов. Воспользовавшись фактором кратковременного тактического союзничества, арабы поспешили распространить влияние своей религии на воинственных, но при этом недальновидных тюрок.
Позже, в X веке, караханиды, первое тюркское государство, принявшие ислам, использовали религию для укрепления своей власти в Тюркистане, что в итоге привело к оттоку тенгрианской части населения на север. В дальнейшем сельджуки, приняв ислам, создали очередную исламскую империю, которая распространила ислам в Малой Азии. Процесс исламизации уже принимал необратимый характер. Дело распространения бидуизма продолжила антитюркская элита Османской империи, использовав ислам как инструмент легитимизации своей власти и экспансии на землях тюркских и прочих народов. В то же время Российская империя начала брать ислам под контроль, финансируя его распространение в Тюркской Золотой Орде и используя в дальнейшем эту религию и ее проповедников в качестве соглядатаев и пятой колонны для присоединения тюркских земель. Особенно показательным примером исламизации является история хана Узбека, правителя Золотой Орды в XIV веке. Дальновидные арабы и персы, обратив узбека в ислам, убедили его в необходимости принудительной исламизации всего населения Орды. Хан Узбек, поверив в исключительность ислама, начал активно насаждать эту религию среди своих подданных, разрушая традиционные тюркские святилища и преследуя тех, кто отказывался принимать новую веру. Это привело к глубокому расколу в обществе. Многие тюркские племена, сохранявшие верность тенгрианству и другим доисламским традициям, оказались в оппозиции к центральной власти. Внутренние конфликты, вызванные насильственной исламизацией, ослабили Золотую Орду и стали одной из ключевых причин ее распада. В результате Московское княжество, бывшее вассалом Орды, смогло обрести независимость и начать свое возвышение, что в конечном счете привело к формированию централизованного русского государства. После распада Золотой Орды в XV веке тюркская государственность начала постепенно угасать. На ее обломках возникли несколько ханств: Казанское, Астраханское, Крымское, Сибирское и другие. Однако эти государства оказались раздробленными и слабыми, что сделало их легкой добычей для внешних завоевателей. В XVI веке Иван Грозный завоевал Казанское и Астраханское ханство, а в конце века было покорено Сибирское ханство. Крымское ханство, хотя и просуществовало дольше, было аннексировано Российской империей в 1783 году. В течение последующих столетий тюркские народы оказались под властью Российской империи, которая проводила политику русификации и христианизации. Тюркские земли превращались в сырьевые придатки, а их население подвергалось дискриминации и угнетению. Тюркская элита либо уничтожалась, либо ассимилировалась, а традиционные институты власти разрушались. В условиях постоянных войн, оккупации и насильственной интеграции тюркская государственность постепенно угасала, а культурное и религиозное наследие тюрков приходило в упадок. После крушения Российской империи в Союзе Советских Социалистических Республик ислам и его приверженцы подверглись жестким репрессиям. Гонения мусульман в Союзе Советских Социалистических Республик преследовали цель сделать из этой религии своего рода сакральную жертву, которую в будущем можно будет предложить населению в качестве безоговорочной альтернативы загнивающему православию. Мечети закрывались, духовенство преследовалось, а пропаганда атеизма стала нормой. Однако многие тюркские народы ценой многих жизней даже в это тяжелое время сохранили свои доисламские традиции, связанные с тенгрианством. После распада Союза Советских Социалистических Республик, как и было запланировано, начался бурный рост исламской идентичности, особенно в регионах, населенных тюркскими народами. Турция, Иран и Саудовская Аравия начали активно финансировать строительство мечетей и исламских учебных заведений в тюркских землях. В некоторых регионах уже на этом этапе наблюдается рост исламского экстремизма. Однако в Татарстане, Казахстане и Кыргызстане наиболее интеллектуально развитые тюркисты начали возрождать родное для всех тюркских народов тенгрианство в качестве альтернативы тотальной арабизации. Так, какие же методы используют антитюрки для зомбирования наших народов? Сегодня можно обнаружить следы влияния исламистов на различных информационных ресурсах, где статьи о тюркских народах часто акцентируют внимание исключительно на их мусульманской идентичности, игнорируя атеистов, агностиков и тенгрианцев.
Это создает ложное представление о том, что ислам является единственной религией тюркских народов и внушает молодому поколению исламскую идентичность вместо собственной тюркской. Одним из методов агрессивного продвижения бидуизма в тюркских землях является разрушение памятников доисламской исконной культуры. Кроме того, в некоторых эрзац-независимых странах история тюркских народов подается через призму исламской цивилизации, полностью игнорируя доисламские периоды. Страны, такие как Иран, Саудовская Аравия и Турция, открыто финансируют строительство мечетей и исламских учебных заведений на тюркских землях. Более того, в некоторых регионах приверженцы доисламских верований или атеисты сталкиваются с социальным давлением или прямыми угрозами, дискриминацией и стигматизацией со стороны ставших большинством исламистов и инородцев. Также во многих регионах доисламские названия рек, гор и городов заменяются либо уже заменены на арабские и персидские. Неужели нет никакого средства, чтобы это остановить? История показывает, что такие средства есть. Вот некоторые из них. Мустафа Кемаль Ататюрк провел радикальные реформы, упразднил халифат, заменил шариатские суды светскими и перевел алфавит на латиницу. Турция на продолжительное время стала светским государством. Союз Советских Социалистических Республик закрыл тысячи мечетей, ввел пропаганду атеизма и репрессировал духовенство. Уровень религиозности значительно снизился, но исламисты все же ушли в глубокое подполье. Албания стала первым в мире атеистическим государством. Все мечети и церкви были закрыты или разрушены. Переписывание истории, стирание топонимов и разрушение памятников представляют собой крайне серьезные угрозы, но всему есть противодействие. Развитие технологических, образовательных и культурных проектов, направленных на сохранение тюркского наследия, может стать ключом к противодействию этим угрозам. Проведение исследований по религиозному разнообразию тюркских народов. Включение в учебные программы курсов по истории доисламских верований, преподавание тюркской письменности, организация фестивалей и выставок, посвященных тенгрианству, лоббирование законов, защищающих права тенгрианцев и атеистов, привлечение внимания Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры к вопросам сохранения тюркского наследия – все это может помочь сохранить уникальное наследие тюркских народов. Тюркские страны, избавившись от этой антитюркской идеологии, могут в короткие сроки стать лидерами в области искусственного интеллекта, биотехнологий и космических исследований. Развитие современного искусства, вдохновленного тенгрианством и доисламскими традициями, может стать основой для новой культурной идентичности. Тюркские страны могут стать полноправными участниками в процессе освоения Марса и других планет, создавая новые колонии, сохраняя и обогащая свою культурную идентичность. Для противодействия исламизации необходимы неуклонные и эффективные системные меры, включающие научные исследования, образовательные инициативы и международное сотрудничество в области безопасности. Альтернативное будущее тюркской цивилизации, основанное на научном прогрессе, объединении и космической экспансии, может стать реальностью при условии сохранения уникального наследия и культурной идентичности. Только так тюркские народы смогут сохранить свое место в мире и внести вклад в развитие человечества. Изначально слово тюрк, туру, да, вот туру, закон, а тюрк это означало законный, праведный, легитимный. И у тюрка в начале, когда он появился именно в древнетюркских источниках, этот термин обозначал религиозную принадлежность. Вот от чего такое большое количество людей с разным антропологическим типом лица, культуры, но при этом себя называли тюрками. То есть тюрк это было синонимом слова нынешнего понятия тенгрианец. Вот, когда сейчас говорят, я тюрк-мусульман, или я тюрк-христианин, или я тюрк-буддист, ну, с исторической точки зрения это звучит некорректно. Почему? Потому что вот я же не могу сказать, что я буддист-мусульманин, или христианин-иудей, да? То есть это разные векторы, разные догмы религиозные. И вот слово тюрк в первоначальном смысле это был религиозный термин. Это было обозначение приверженцев тенгрианства. Но видите, термин тенгрианство это позднее явление, ему присвоили звание только в 19 веке. Чухан Валиханов его добавил, да? А раньше
их так по-разному назвали, язычники, родноверы и так далее. Но тюрки поклонялись богу Тенгри. Почему же в какой-то момент все это заглохло? И когда? Что произошло? Вот смотрите, вот у нас как сейчас идет трактовка нашей истории. Нам говорят, вот казахи приняли ислам, да, и предки казахов в 9 веке, да, когда караханитский хан себя объявил мусульманином, да. Но что мы видим? С такой точки зрения мы тогда можем тоже сказать, что казахи были христианами, потому что мы видим, что, например, ханы Найманов и Киреев были несторианами. У нас также и был буддизм. Почему? Потому что здесь проходил Великий Шелковый путь. И, конечно, религиозные миссионеры и от буддизма, и от христианства, несторианства, манихейства, ламаизма, они кочевали здесь, они приходили, каждый проповедовал свою ветвь. Почему тенгрянцы позволяли, да, путешествовать миссионерам? Потому что в тенгрянской вот этой философии все люди равны, все дети Бога. То есть в тюркской философии, вот этой тенгрянцы, все люди равны перед другом, как и животные, то есть все неотделимо друг от друга, все равномерно. Понимаете, и во многом вот такая, можно сказать, толерантная политика чуть-чуть ослабила тюрков. Если бы они были немного более жесткими, конечно, они не допустили этого. Но так как это противоречило их религиозным догмам, конечно, некоторые, можно сказать, системы начали злоупотреблять этим добротой. Это обернулось тем, что в 1321 году один из потомков Чингисхана, который хотел, избавиться от своих конкурентов, возможно, и начал насаждать ислам.